Здравствуйте! Время вечерней смены на канале «Осетия». В студии Алана Гадзацева. Проведите уютный телевечер с нами. Город у Синих гор готовится отметить свой 239-й день рождения. 23 и 24 сентября жителей и гостей Владикавказа ждет празднование Дня города и Дня республики. Благо, синоптики обещают хорошую погоду, и можно будет сполна насладиться гуляниями, бесплатно посетить экскурсии по центральной части Владикавказа, поучаствовать в фестивале остинских пирогов и фестивале гриля. Есть программы и для детей. В парке Жуковского разместится зона с мастер-классами, анимацией, играми и концертами. А вечером горожане смогут наблюдать иммерсивное шоу и уже ставший традиционным проект «Музыкальный проспект». Всеми деталями с нами поделятся начальник управления культуры администрации местного самоуправления Владикавказа Руслан Марзоев и Валерий Абиев, руководитель Владикавказского торгово-экономического техникума. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер. Предстоит прекрасная дата, День города, День республики. Это всегда связано с масштабными, интересными мероприятиями. Это бывают народные гуляния. Руслан, расскажите, пролейте свет на то, что ждет нас в этом году. Нас, как всегда, ждет интересный праздничный День города. Вы, как правильно заметили, погода в этом году вроде бы обещает нам солнце. Исключительный случай. Добавляет плюс 50% к успешности проведения мероприятия. Мы, конечно, ограничились в этом году. Не будет концертов, не будет фейерверков крупных. Это все связано, конечно же, с СВО. Но оставить людей без праздника было бы неправильно, потому что и гостей много, и люди скучают, если честно, по каким-то веселым таким праздничным мероприятиям. Хочется хоть иногда выйти, развеяться, с семьей погулять, друзей, родственников вывести. И поэтому мы подготовили достаточно разнообразную программу. В ней найдется место и для веселья, и для, может быть, небольшой грусти, ностальгии. Будет где погулять гостям нашим, увидеть что-то новое, узнать об Осетии, о Владикавказе, потому что двойной всегда праздник, День республики и День города у нас празднуется. Мероприятия, как вы сказали, пройдут в 2 дня. Одним из новых мероприятий, которые я не устаю рекламировать, и мне бы хотелось очень, чтобы наша творческая молодежь его посетила. Это первый городской форум креативных индустрий. Мы его назвали «Креативные выходные во Владикавказе». Он пройдет на базе выставочного зала Национального музея. И туда к нам приезжают спикеры из центральных регионов России. У нас приезжают такие платформы, как Дом РФ, которая сейчас готовит мастер-план города Владикавказа, и они с удовольствием пообщаются с жителями, с представителями креативного класса. К нам приезжает платформа ВКонтакте, которая хочет встретиться с молодыми музыкантами и помочь им в продвижении, в развитии, рассказать о тех возможностях, которые сегодня дает эта платформа для них. К нам приезжает Сбер, к нам приезжают представители кино, анимации, люди, которые занимаются такими, для себя многие вещи открываю, как метавселенные, цифровой художник к нам приезжает. Это абсолютно вещи, с которыми мы, наверное, в повседневной жизни сейчас не сталкиваемся, но весь мир давно этим живет. Это все очень интенсивно и даже в нашей стране развивается, но у нас как-то вот в регионе пока это не на слуху, не на виду. Хочется, чтобы молодежь увидела, что есть не только профессии там, экономистов, юристов, а есть много других интересных профессий. Поэтому 23-24 вход свободный, пусть все приходят. Очень будем рады видеть уже, думаю, завтра появится программа всех сессий, которые будут в рамках креативных выходных, и мы туда всех ждем. То есть никакая регистрация не требуется, плюс можно ознакомиться с программой по времени и выбрать, какие мастер-классы, какие лекции. Выбрать что-то интересное будет для детей, для школьников, будет для взрослых, для молодежи, говорю, для творческого нашего кластера, нашей республики будет много интересного. Ну а 24-го это уже традиционные полноценные народные гуляния, как мы любим. Валера, как всегда, отвечает у нас за фестиваль остинских пирогов, без которого, наверное, уже, если мы отменим в какой-то год остинские пироги, наверное, люди просто не придут на День города, скажут, что-то какой-то здесь подвох, да, праздника не будет. Да, это действительно излюбленная площадка, действительно все очень полюбили эту площадку, где можно и приготовить, и научиться готовить, и попробовать пироги. Какой праздник остинский без пирогов, конечно же. Все пироги.
пироги. Все пироги. Валерий, вот да, уже стало это традицией, такой прекрасной, устоявшейся. Что-то меняется в этой традиции, а что-то остается неизменным. Вот что? Я прошу его больше каждый год делать пирогов, это меняется. На самом деле меняется количество выпеченных пирогов, меняется количество участников, которые неустанно на самом деле из года в год становятся все больше и больше. Меняется что? Меняется самое главное, на самом деле количество людей становится, посетителей гораздо больше. И если первые несколько лет мы проводили все в ранге только одного конкурса, то благодаря соучастию администрации местного самоуправления города Владикавказ у нас появились возможности помимо конкурсов проводить огромное количество мастер-классов и выпечки всевозможных осетинских пирогов и просто радовать наших гостей и жителей вкусными, горячими пирогами и наблюдать за картиной, когда человек может обойти все 9 площадок и опять встать в очередь и опять сделать второй, третий круг. Радует то, что большую часть данных пирогов выпекают студенты, молодежь нашего города, наши студенты и просто даже молодые ребята, которые обращаются: можно в этом году мы к вам придем и вам будем помогать. Ведь это же и называется неким воспитательным процессом, когда просто приходят люди помогать. Так же, как и простые граждане много лет приходят и просто помогают, становятся за печи, разводят огонь. Мы же в основном все печем на дровяных печах и стараемся создать тот некий колорит, который бы принес на самом деле праздник. А вокруг уже фестиваля остинских пирогов начинают собираться другие круги, как говорится, без которых не может быть и основных 3 кругов. Конечно же, ярмарка фестиваля остинского сыра, конечно же, очень важный фактор, что сельскохозяйственная ярмарка, в которой каждый год Министерство сельского хозяйства нашей республики принимает активнейшее участие. И в этом году наши фермеры и аграрии хотят нас удивить своей продукцией, своими, как говорится, результатами к осени этого года. Что становится интересным? Интересным становится то, что к нам присоединяется все больше из года в год именно образовательных учреждений, между прочим. Это в ракурсе системы среднего образования, это колледжи и техникумы, училища нашей республики, которые точно так же в ракурсе своих специальностей и профессий проводят мастер-классы, показывают свою продукцию. Следовательно, масштабы увеличиваются, не говоря о том, что будет концертная площадка, на которой будут выступать детские и фольклорные ансамбли нашего города и республики, с районов приедут. И мы постараемся, как Руслан сказал, и сохранить традиции, и в ту же очередь сделать новшества, которые пусть будут некими сюрпризами, и сделать настоящий праздник. Традиции, вкусы, доброжелательная обстановка для наших гостей, которых очень много сегодня уже звонят, вчера звонили, во сколько, что, а что надо с собой принести, в какой одежде вы меня запустите. То есть это обращение неких туристов, которые в эти дни приедут к нам в республику, чтобы научиться, конечно, за один раз они не научатся пироги сделать, но сам формат, что мечта такова, для нас дает тоже шанс для развития и туризма, и экономики нашего региона. И просто-напросто, опять-таки, в столь сложные, в столь, скажем так, не самые яркие времена иметь возможность просто встретиться на набережной и друг другу сказать «добрый день, здравствуй» в такую красивую осеннюю солнечную погоду. Мы даже сейчас не имеем уже возможности вот так красиво, по-простому встречаться. И, конечно, да, без всяких фейерверков пройдет этот праздник, но живое общение,
это превыше всего. Просто увидеться и поздороваться, и сказать друг другу «да бон хоржма, да бон хоржахот». Не это ли самое хорошее, что сегодня хотят сделать организаторы для того, чтобы у горожан и у гостей республики были возможности увидеться, поздороваться и друг другу порадоваться? Вот действительно на фестивале остинских пирогов, даже я вот когда присутствовала, себя ловила на мысли, что как вот на настоящем остинском празднике это бывает. Да, к сожалению, сейчас праздники, они в основном перебазировались в рестораны. Да. И вот этой атмосферы суеты, готовки, вот женщины общаются, шутят между собой, этого не так часто встретишь. А это все особая сохраняется. атмосфера. Это все сохраняется. Да. Вы знаете, что бывает интересным? Опять-таки, Иронах Даумагашка. Мужчина подходит. И вот в прошлом году это так красиво было. Угостили его куском пирога, отошел, все. Через полчаса пришел с шоколадными плитками, раздал всем пщинтам, кто его угостил. Это же бесценные моменты именно нашего быта и нашего человеческого общения. И самое главное, буду повторять всегда, соучастие во всем вот в этом большого количества молодежи. Для нас это очень важно. Бывает так, что в этот день нам меньше, хоть, извините меня, застрелиться, меньше 1500 пирогов испечь нельзя и невозможно. Следовательно, это громадные масштабы, и в таких условиях это сделать бывает очень сложно. И если бы не команда, не коллективы, не помогающие люди, мы бы не смогли этот праздник провести так ярко и радушно, даже в столь сложные года, когда и дождь, и ветер, ломая все на ходу, и тем не менее проводили. Считай, уже 11 лет данный фестиваль живет, и он становится все больше и ярким, и более масштабным, и надеюсь, что он будет жить вечно. Мы тоже на это надеемся. На самом деле лицо города меняется год от года, да, появляется больше гостей. И, конечно, одно дело, когда мы сами в своем кругу семейном, таком городском празднуем, а другое дело, когда уже появляются гости, и хочется показать лучшее, оказать какой-то достойный прием и вовлечь, да, к своей культуре привлечь интерес, любовь привить к этой самой культуре. Мы это все, мне кажется, мы новыми глазами сами на себя смотрим. Конечно. Благодаря нашим гостям. Руслан, вот еще хотела спросить о вечерней программе, она тоже довольно интересная. Расскажите, вот что за такое иммерсивное шоу ожидает наших сограждан? Вы знаете, очень радует, что, как Валера говорит, очень много молодежи теперь стало задействовано в празднике. С каждым годом все больше ребят приходит, которые просто говорят, а мы бы тоже хотели принять участие в городе. Что вы можете предложить? Вот это, вот это, вот это. И ты берешь, сразу это включаешь в программу, потому что это творческие какие-то идеи, и хочется их всегда поддержать. Это молодежь, которую, если один раз скажешь, нет, мы вас не возьмем, мы без вас все сделаем, соответственно, они в следующий раз уже не придут и будут где-то себе тихо что-то делать. Поэтому мы стараемся, конечно, их вовлекать. Вот к нам обратилась ассоциация гидов-экскурсоводов, и мы с ними начали обсуждать вообще проект, который к Дню города не имел отношения, а вывели на День города. И вот решили, я говорю, почему бы нам не сделать экскурсии для наших горожан? Потому что очень часто в последнее время я слышу, что наши жители хотят узнать город, хотят узнать республику. Они берут туры, они едут по городу, они гуляют по городу, новые какие-то появляются маршруты в городе. Говорю, давайте. Мы решили сделать такую вот площадку. Они в течение дня будут ходить, рассказывать про булгаковский Владикавказ, будут рассказывать про литературный Владикавказ, рассказывать про старую архитектуру центра города нашего. То есть любой желающий может прийти и сказать, хочу узнать о том, где творил Булгаков и что он делал. И они вам проведут экскурсию. И у них уже был такой вечер, они его проводили, иммерсивный вечер, посвященный творчеству Булгакова. Я говорю, почему бы не повторить в День города прямо на проспекте? Пожалуйста, все желающие придут, посмотрят, послушают, узнают для себя что-то новое, потому что даже мне, когда они рассказывали, много нового себе узнал о Булгакове и о его связи с нашим городом. Кроме этого,
они также презентуют первый иммерсивный экскурсионный маршрут по городу. Он будет начинаться от Остинской церкви и по центру города идти. Они его только разработали, вот они его в субботу протестируют, прилетает человек, который его разработал, в субботу тестим, в воскресенье мы его запускаем. Все желающие могут принять участие в этой иммерсивной экскурсии первой по Владикавказу. Ну, как такое не поддержать? Вот. Ну, у нас программа такая, что мы решили, раз уж нет вечернего концерта, но люди все равно продолжают гулять, отдыхать, мы ее выведем в какое-то такое вечернее русло. Например, площадка кинопоказов, она будет работать весь день, с утра и до позднего вечера. Жители смогут увидеть старое наше доброе остинское кино, но могут и увидеть работы молодых авторов, которые снимаются в наши дни с участием наших режиссеров, наших актеров. Мы надеемся, что они придут, представят свои проекты, и люди тоже увидят, что вот она молодежь творческая, которая сейчас, сегодня работает вот в этом направлении, представляет свои проекты. Вечером, как вы правильно сказали, музыкальный проспект, уже полюбившийся очень многим жителям. У нас он пройдет в двух форматах. Это будет и традиционная площадка, которая на земле, скажем так, будет работать на входе в Центральный парк, где у нас и было это мероприятие. Там выступят несколько полюбившихся артистов. Но также мы задействуем в этом году еще балконы наши замечательные на проспекте. И на некоторых балконах выступят тоже наши артисты. Там будет звучать народная музыка, там будет звучать эстрадная музыка, там будет звучать оперная музыка. И люди, гуляя по проспекту, смогут просто остановиться около какого-нибудь балкона и послушать творчество наших молодых ребят. В основном это молодежь наша будет выступать. Поэтому вот в таком русле мы бы хотели, чтобы вечерние мероприятия продолжались. На наших креативных выходных тоже планируются вечерние концерты бесплатные, куда можно будет прийти. В зале выставочного музея выступят замечательные ребята, которые играют народную нашу музыку, которые поют на остинском языке. И это тоже такая вечерняя площадка, которая будет. Ну, обязательно надо сказать про спортивные площадки. Вот мы тоже решили поменять немного формат. В этом году решили дать возможность баскетболистам себя проявить. Например, они никогда у нас на открытом воздухе в центре города не играли. Баскетбольный турнир с денежными призами мы даже учредили, чтобы молодежь могла показать, кто быстрее, выше, точнее в баскетболе. И на площади этот турнир пройдет. Рядом будет установлена площадка, например, где двукратные чемпионы мира по батутному спорту выступят. Это тоже зрелище, которое очень многие никогда не видели. Да, словом, лучше один раз увидеть, чем 100 раз конечно. услышать. Да. Рассказывать мы можем еще очень долго, потому что программа действительно обширная, но я надеюсь, мы встретимся с нашими зрителями, собственно говоря, на выходных в центре Владикавказа, на Всех набережной ждем. Владикавказа. Единственное, с учетом того, что тут понимание праздника, что в 2 дня, хочется пояснить, что фестиваль остинских пирогов будет проходить в воскресенье, Воскресенье, да. важно. а не в субботу. Да. Еще На фестиваль традиционном гриля, не месте забудьте. на набережной реки Терек. Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. И вот мы уже в предвкушении этих самых выходных праздничных. Спасибо вам. Ждем Шабахан. вас. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и после нее продолжим наш эфир. Ровно 21 год назад, 20 сентября 2002 года, в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка. Погибли и пропали без вести более 120 человек. Вместе с жителями республики жертвами катастрофы стала и съемочная группа во главе с известным российским режиссером и актером Сергеем Бодровым-младшим. Те печальные события не забываются даже спустя 20 лет. Художник из Ульяновска Михаил Чернов посвятил годовщине катастрофы свою персональную выставку. Ну а все детали узнаем у автора Михаила Чернова и его супруги, искусствоведа Ирины Черновой. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Повод для нашей встречи не самый оптимистичный, конечно. Это годовщина катастрофы схода ледника Колка. Это печальнейшее событие, которое действительно сохраняется в нашей памяти. И проходили сегодня мемориальные мероприятия на эту тему. Михаил, вы уже приезжали к нам в республику, и даже в нашем эфире мы с вами встречались. И вы развили свой проект. Расскажите, пожалуйста, о выставке, которую вы привезли в этом году. Что изменилось, что вы привнесли в нее и что собой представляет экспозиция? Ну, я привозил в прошлом году уже эту выставку, то есть я ее рисовал. Там 7 артистов конного театра «Нарты», вот, и актер Хашби Галазов, который
должен был сниматься у Сергея Бодрова в фильме. Вот. И вот в этом году я привез опять снова Бодрова, то есть картины, они были у моей знакомой, она артистка конного театра «Нарты», вот я ей картины оставил, и мы решили, что каждый год будем на вот эти мероприятия будем выставлять вот эти экспозиции. И она так вообще называется «Передвижная выставка». Мы вчера открывали эту выставку на проспекте Мира в Доме дружбы. Вот. Сегодня мы рано утром поехали, это поселок Гизель, где большой памятник. Там мы приехали, вот, успели в этом году вовремя попасть, там была церемония как раз возложения цветов. Мы там быстро выставились, вот там отсняли. Вот, и потом мы поехали дальше, то есть на камень, где вот сам ледник Колка. Но у нас не получилось там выставиться, вот, потому что там очень большой ветер, а у меня просто конструкция такая, она не... То есть, вот. И вот сейчас вот буквально 1,5 часа назад где-то мы приехали оттуда, и вот сразу к вам приехали. Вот эта выставка будет пополняться. Вот. У меня большое желание, я увлечен. Я стараюсь находить фотографии, то есть я же рисую все это с фотографий. Вот фотографии нехорошего качества попадаются, я стараюсь из ничего сделать искусство. Я считаю, что я оживляю их хоть через картины. То есть я имею в виду фотографии — это фотографии, а портреты — это портреты. Многие даже смотрят как на плакаты напечатанные. Я говорю, это нарисованные картины моей рукой. Они, да ладно, да вы что, не может быть такого. Вот. И мне приятно, что люди не верят. А вот скажите, вот вы говорите, фотография и картина, и различия. Но картина, она более такая живая и ухватывает, наверное, какую-то суть человека. Фотография не всегда может передать, там, свет неудачно упал, ракурс не тот. А художник, он всегда старается уловить какую-то характерную черту человека. Вот вы, тех людей, которых изображали, вы немножечко их поняли как людей? Ну как, я не знаю, конечно, никого. Вот. Но мне единственное посчастливилось познакомиться с некоторыми родственниками, то есть с родителями некоторых артистов. Вот. Я давно знаком с Ларисой Геоевой, у нее сын Кисаонов Алан, самый молодой, погиб. Он даже зарплату первую не получил, устроился в конный театр. Вот. Мы еще уже 10 лет уже, можно сказать, дружим. Вот. И в прошлом году мы делали выставку вот эту в Шките, то есть на проспекте Коста. Лейла Теблоева, там организатор, то есть она мне организовала эту выставку и позвала всех своих знакомых, и пришла там мама одного артиста, Сланова Сослана, это тоже артист конного театра «Нарты». Вот. И нам интересно так было, ей было очень приятно, мне было приятно то, что ей приятно, то, что есть люди, которые там приехали с другого города, да, с другого региона совершенно, да, и помнят, стараются эту память как-то, ну, чтобы не забывали. Вот, ей было очень приятно, и она немножко там рассказала про него. Ну, так, и что самое интересное, мне очень приятно их слушать, о чем они рассказывают, то есть какие они были раньше, то есть как увлекались, то есть про Кисаонова Алана тоже мне вот рассказала Лариса, какой он был. Он очень любил лошадей, он прям просто мания была, вот как я рисую, то есть не могу то есть нельзя находиться без бумаги и карандаша, так же, как он не мог находиться, то есть в любой день он даже в школу, говорит, то есть сразу приходил со школы, бросал портфель и на ипподром бежал, чтобы, ну, очень любил, конечно, лошадей. Вот. И мне очень приятно такие люди, то есть, ну, рисовать и помнить, что такие люди были уникальны, каждый по-своему уникален. Вот. Я знаю, что вы работаете с Ириной в сотрудничестве. Ирина, вы помогаете и в организации выставки, и, может быть, еще какие-то привносите свои корректировки, подсказки, советы. Расскажите, как вы воспринимаете эту выставку и то, что она проходит уже не впервые в нашем городе? Ну, в первую очередь, я, конечно, заразилась тем, что Михаил так увлечен оказался этой темой, причем давно, с детства. Конечно, я, как и все жители нашей России, увидела эту новость по телевидению, но она от меня все равно была как-то далеко.
Да, Сергей Бодров, съемочная группа. Но, к сожалению, мало внимания уделялось тем, кто был в том числе в этой съемочной группе. И вот благодаря Михаилу я познакомилась с родственниками, с какими-то, больше узнала про этих людей, и оказалось, это такие уникальные, талантливые люди, что конный театр «Нарты», что съемочная группа, которую он набрал с других проектов, с фильма «Бумер», еще там был какой-то Ну, там фильм. была часть, которая Да. работала то есть над дебютом фильма «Бумер». И вторая часть была питерская команда, которая работала над фильмом «Брат», «Брат 2», там «Замок», ну, Алексея Балабанова. Вот. Были очень уникальные люди, очень. То есть часть людей, да, которые «Бумер» снимали, часть людей, которые работали с Балабановым. То есть, ну, они погибли. Вот, и Ну, вы плюс правильно театр. вот подметили, что какую-то внутреннюю суть художник видит. Художник, он вообще видит окружающий мир и людей своим внутренним взглядом. Ну, это видно. Художники, они люди особенные, увлекающиеся. И, конечно, каждый персонаж пропускает через свое сердце, через свою душу. То есть не просто с фотографии срисовывают, а стараются побольше узнать о них, с родственниками пообщаться. То есть подходит к этому проекту серьезно. Ну, то есть вот лично для вас даже вот эта ситуация, эта катастрофа, она обрела лица и голоса, в том числе вот глазами Михаила и через вот эту выставку. И если уж вы самый близкий человек, да, который это все может наблюдать, созерцать весь процесс создания, то и те зрители, которые уже видят конечный результат, готовый, очищенный от всей шелухи, от всего лишнего, уже идеальный, скажем так. Они тоже пропитываются этим. Мы такую, ну, дань памяти, что ли, да, мы отдаем тем людям. Конечно, сложно, ну, всех жертв, да, отобразить. Это действительно трагические события, которые, ну, переломали судьбу многих людей, детей, матерей, отцов, бабушек, дедушек и так далее. Потеряли своих близких люди. Но вот искусство, оно дает такое переосмысление и такую трансформацию вот этой боли, чтобы повод вспомнить, да, вспомнить о хорошем, не только о плохом, трагическом, что было, но и о хорошем в этих людях, какими они были, собрать, опять же, родственников, чтобы они смогли поделиться. Это, наверное, каждому очень важно рассказать о том, там, каким был сын, каким был там друг, муж, брат и так далее. Это важное событие. Я прошу прощения. Да. Хочу сказать, я стараюсь через картины сохранить память. Вот, и буду стараться, то есть делать, пока вот я есть, пока вот, то есть, ну, как сказать, не упала из моей руки кисть, там, я буду все равно делать, и то, что мне интересно, то есть я буду делать то, что меня трогает. Ну вот вы сказали, что вы хотите расширить выставку, дополнить какими-то работами. Конкретно что бы вы хотели? Ну, смотрите, я вот недавно увидел фильм, документально сняли, называется фильм «Глазами Сергея Бодрова». Он идет там 2,5 часа. Вот, и мне понравился там отрывок такой, мы его вырезали, вот вчера презентовали его на показе вот, вместе с выставкой. Там показывали отрывки каждого артиста исконного театра. Вот, и мне очень понравилось. И понравилось еще то, что, ну, показывали каждого, можно сказать, ну не всех показали, а какую-то часть людей, которые погибли. Я быстро сделал, как бы, ну, заскринил, то есть скриншоты. И думаю, вот, по этим фотографиям сделать портреты, вот, и через портреты и как-то, то есть сохранить память. Вот моя цель такая. Вот я буду ее, вот в следующем году я постараюсь пополнить. Плюс хочется приехать сюда, то есть приезжать сюда и делать не только такие с пессимизмом выставки, да, какие-нибудь жизнерадостные тоже хочется. Вот я очень люблю Осетию, вот, и буду вносить свой вклад. Угу. А вот скажите, вообще в целом Осетия для вас, что такое Осетия? Какая она для вас? Ну, я уже как говорил, это здесь самые красивые горы, самые красивые девушки, самые вкусные осетинские пироги с сыром. Это то, что вот для меня. Вот. Очень душевные, очень-очень душевные люди здесь живут. Это вот правда. Очень гостеприимные.
Мне нравится архитектура здесь, в самом городе, потому что тут я не хочу обидеть там другие какие-то регионы. Да. Я побывал, в принципе, в городе Грозном. У меня тоже там выставка открывалась. Но здесь мне как-то более, тут старина вот это вот есть, где погулять. Вот это вот. Я тем более такой человек, я сам по себе романтик. Вот здесь вот, ну, правда, и супруге очень понравилось это вот река Терек, где гостиница Владикавказ, там вообще прям места такие волшебные. Да тут много волшебных мест, то есть горы, видишь горы, и неужели ты здесь находишься, да, и как вот люди здесь живут, вот думаешь, ну это просто дух захватывает. Но вы больше занимаетесь именно портретами, не пейзажами, я так понимаю. Да, я в основном портретами. Просто не получится так вот. Понимаете, я занимаюсь вот портретами, да. У меня времени-то не хватает. Я еще плюс же работаю, я еще деньги на этом зарабатываю, на набережных нашего Черноморского побережья. Вот. И сейчас тем более большие наплывы, сейчас люди много в связи с такой обстановкой больше на наши моря едут. И сейчас наплывы большие. Вот. И у меня очень-очень много работы. Вот. И я стараюсь как бы и время уделить, чтобы и выставки делать, потому что мне это интересно. Мне спрашивают, вопросы задают, ты ездишь туда, там, тебе за это платят деньги вообще? То есть, ну, за эти выставки. Я говорю, нет, я говорю, сам даже, я за все свои, то есть все свои средства даже вкладываю. А тебе вот это надо вообще? Я говорю, мне это интересно. Я говорю, я хочу. То есть не все в деньгах измеряется. Ирина, вас хочу спросить, вот Осетия вашими глазами, какая она и в лицах людей, и природа, и вот архитектура в целом, вот что зацепило, тронуло вас больше всего здесь? Вы меня как-то спрашивали 1,5 года назад, но я только приехала. Я вам ответила, что внешне, первые впечатления, да, все понравилось. Сейчас я больше, конечно, уже я видела. Ну, республика, конечно, великолепная. Вот присоединяюсь к словам Михаила, но еще хотела добавить, что я получаю такое бесконечное удовольствие от общения с людьми здесь. Вот мы сегодня ездили в Кармадон с местными жителями, с участниками тех вот событий в том числе. И столько рассказывали, такое гостеприимство, такое отношение хорошее. И просто думаешь, вот если бы все вот такие были бы позитивные, несмотря на то, что у людей произошли такие печальные события. Это люди сильные духом. Но только, знаете, поклон и уважение. Ну, а сам город великолепный. Ну, а вам спасибо, что, вот, Михаил, вы сказали, что вы считаете, наверное, призвание какое-то в определенном смысле, это сохранять вот эту память через эти работы. И вам поклон отдельный вот за это, за то, что сохраняете эту память и для жителей республики, и для тех, кто находится за ее пределами, чтобы не забывались и люди, и те события, которые произошли. Спасибо. Успехов вам в вашем творчестве. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, и после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. В Северной Осетии проходит заключительный этап всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы» в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста». Открытие конкурса не случайно происходит именно в нашей республике, ведь победителем прошлого года стала учитель осетинского языка и литературы Аланской гимназии Яна Бекоева. Всего принимает в конкурсе участие 32 педагога из разных уголков страны. Это люди, ставшие лучшими в своих регионах. Ну а новости с пылу жару, прямо с важного этапа конкурса, узнаем прямо сейчас от гостей нашей студии. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья Владимирович, давайте начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, о самом конкурсе, о формате его проведения в этом году. Что-то менялось по сравнению с прошлым годом? Какие были поставлены задачи и как к ним в итоге пришли? Ну, вы знаете, поменялось многое по сравнению с прошлым годом. Во-первых, в прошлом году у нас не было номинации для воспитателей. Вот по решению министра просвещения Российской Федерации Сергея Алексеевича Кравцова в прошлом году состоялся первый конкурс, и в нем принимали участие только учителя. А с этого года у нас введена номинация отдельная для наших воспитателей. И в прошлом году, вы правильно сказали, представитель Северной Осетии одержала победу на этом первом этапе конкурса. Именно поэтому решили, что новое начинание должно случиться именно в Республике Северная Осетия и Алания. И действительно, первый конкурс для воспитателей проходит именно здесь. Цели у нас для этого конкурса для воспитателей очень простые. У нас замечательные, очень добрые, очень умные
юные, красивые воспитатели, и каждый из них имеет за плечами определенный такой, знаете, педагогический опыт. И приезжая на конкурс, они привезли с собой самые лучшие свои наработки для того, чтобы поделиться друг с другом. И не только с участниками конкурса, но прежде всего со всеми теми воспитателями, которые у нас по всей стране работают на родных языках. Потому что именно мы понимаем, что именно в детском саду, именно там происходит передача традиции глаза в глаза, из уст в уста. И когда мы говорим про проблематику родных языков, про задачи по их сохранению, по их развитию родных языков, понимаем, что ключевое звено здесь — это, конечно, наш детский сад. Поэтому мы отберем самые лучшие практики и сделаем их достоянием для всех-всех-всех. Ну, то есть, естественно, это не только конкурс, это такой колоссальный обмен опытом, обмен практиками, это, конечно, нетворкинг, знакомства, связи, дружба. Это все очень важно. Прекрасных дам мы оставили на десерт в таком замечательном облачении. Марина Николаевна, давайте вас мы расспросим. Расскажите, пожалуйста, о вашем участии в конкурсе, что произвело на вас наибольшее впечатление и что вы для себя, главное, извлекли из этого конкурса. Приехала я из Республики Мордовия, из города Саранск. Этот конкурс для меня – это, наверное, то самое, где я могу поделиться не только своим опытом, но и взять опыт других народов себе. Я сегодня увидела очень много прекрасных выступлений, прекрасных людей. Все были, так скажем, в приподнятом настроении. У нас прошло, знаете, как-то так все легко, просто, непринужденно, поэтому общение с другими педагогами других регионов – это очень важно для меня. И обмен опытом, как они работают с детьми, а как я работаю с детьми. Мы об этом очень много разговаривали. То есть, получается, это в меньшей степени конкурс и в большей степени такое взаимодействие? Для меня – да. Угу. А вот ваш прекрасный костюм – это часть вашей работы или вы просто представляете? Нет, это часть моей работы. Я очень часто занимаюсь со своими детьми в Мордовии, одеваю вот такой костюм. Дети мои, которые в Мордовии, знают каждую часть элемента этого костюма, название на мордовском языке. И именно знакомство с традициями, бытом мордовского народа дает им знание самого языка мордовского. Угу. Айсыну Газинуровна, к вам хочу обратиться. У вас тоже прекрасный, великолепный наряд, очаровательно Спасибо. улыбаетесь. Расскажите о том, что вы для себя извлекли из конкурса. Вообще, вы себе ставили такую цель попасть вот в эту программу? Как вы в нее вообще попали? В эту программу. В программу, я имею в виду, самого конкурса, да. Я участвовала в этом конкурсе уже, участвую второй год. В этом году я участвовала, и в этом году вновь решила участвовать и заняла первое место в Республике Татарстан. И поэтому я здесь. То, что происходило вот вчера, сегодня, те мероприятия, которые проходили, расскажите, что вы для себя извлекли важного. Может быть, вы переняли какой-то опыт коллег, в том числе коллег из Северной Осетии. Сегодня я провела педагогическое мероприятие с детьми, и, к сожалению, не было возможности посмотреть других участников, но было интересно знакомиться с другими участниками вне этого события, мероприятия. И очень интересно видеть других людей других национальностей, со своими культурой, со своими особенностями. И вот это очень интересно, и я очень рада, что попала на этот конкурс. Угу. Марина Николаевна, вас еще хочу спросить. Вообще педагог, человек, который работает с детьми, это, безусловно, человек, который следует призванию. Невозможно работать с детьми без призвания. Это колоссальная самоотдача. Да, и это особенная любовь к детям нужна. Вот расскажите, в чем ваш вот уникальный такой способ взаимодействия с детьми? Дети, они все мои, свои родные. Вот я их люблю, они мне отвечают тем же самым. Я к ним с добром, они мне еще больше добра дают. Я к ним с теплотой, они еще больше мне дают тепла. Они мне дают энергию. Вы не представляете, что такое прийти в детский сад и увидеть улыбающиеся глаза ребенка, который идет к тебе навстречу и подает руку с доверием. Это доверие между детьми и старшим педагогом, как я, между ними. Детский сад – это не только
образование, но и воспитание — это такой вот взаимный, такой смешанный, синтетический процесс. То есть ты ребенка и обучаешь, ты и учишь его, открываешь ему этот мир, показываешь ему все в новинку для маленького ребенка. И, наверное, для вас самих тоже что-то открывается в детях. Да? Ну, конечно. Конечно, каждый день что-то новенькое ребенок преподает нам, преподносит нам. Нам же надо понять этого ребенка, даже если что-то, так скажем, не очень положительное, да, и объяснить ребенку, что хорошо, что плохо, тем самым идет взаимодействие. И очень большая работа и большая поддержка идет со стороны родителей. Родители тоже мне доверяют уже не первый год и отдают семьями, можно сказать, уже не один ребенок из поколения в поколение попадает именно в мою группу. Спасибо родителям. Доверие есть. Асылу Казимировна, вас хочу спросить. Основное направление конкурса — это, конечно, изучение родных языков в дошкольных учреждениях. И вот как Илья Владимирович сказал, что да, действительно, изучать необходимо с малого возраста, чтобы сохранять язык, чтобы язык развивался и ни в коем случае не терялся. Для нас в Осетии это тоже актуально. Мы придаем большое значение сохранению нашего осетинского языка. И вот в ваших практиках, в вашем опыте, каким образом вы доносите до детей, прививаете детям любовь к родному языку? Я работаю воспитателем по обучению татарскому языку, и я стараюсь детям преподнести язык легко, интересно и увлекательно. Когда им интересно, они с удовольствием ходят на занятия. Я люблю использовать разные методы наглядного моделирования. Мы запоминаем слова с помощью движений: салям, бир, мэ, рахмет. И стараемся запоминать слова именно с разными методами, приемами, с помощью разных методов, приемов. И стараемся из этих потом уже слов составлять связанную речь, как диалогическую, так и монологическую речь. Вот. И я разработала свое методическое пособие, и в этом конкурсе я представляю это пособие по развитию речи детей. Илья Владимирович, вот что хочу спросить. На данный момент еще какие-то мероприятия в конкурсе предстоят или уже они завершены? Нет. Мы буквально только что с конкурсной площадки, я, пользуясь случаем, хочу девушек поздравить, они прошли в следующий этап, вошли в 15 лучших воспитателей родного языка. Нам предстоит завтра еще одно конкурсное испытание. Уже воспитательные мероприятия покажут наши коллеги. По итогам этого мероприятия мы отберем 5, которая еще через день покажет мастер-класс для всех. И подведем итоги, заключительные итоги уже на общем завершении большого конкурса, который состоится в городе Черкесск 23 сентября, где наши воспитатели как раз, и мы тоже вместе с ними узнаем, кто же в этом году станет лучшим, и самое главное, станет первым лучшим воспитателем. В этой номинации самый первый. Да, это, конечно, очень почетно стать победителем в самом новом таком начинании. Марина Николаевна, вас вот хочу спросить по поводу обучения именно языку. Может быть, вы тоже поделитесь какими-то секретами. Вот вы уже сказали, что все знают элементы одежды, например. С языком начинают детей знакомить чуть попозже, но начинаю знакомить их с бытом и с традициями мордовского народа. И уже через быт, через знакомство с традициями мордовского народа начинаем изучать язык. И потом уже после этого у нас большая часть работы у меня идет именно уклон на язык, чтобы дети знали, умели разговаривать на мордовском языке. Получается, молодцы. А вообще вот условия билингвизма — это такие специфические условия, важно, чтобы и на русском дети хорошо говорили, и на своем родном языке. Как вот этот баланс соблюсти? В основном дети говорят на русском, а на мордовском они умеют разговаривать. Они не учат грамматику и фонетику пока еще. Да, в школе они будут это учить, а так они умеют, разговорную речь понимают. Угу. Может, вы тоже добавите? По поводу того, как обстоят дела с родным языком, больше говорят на родном, больше на русском языке. Да, как отметила моя коллега, тоже в основном дети говорят на русском языке, но мы стараемся прививать интерес к родному языку. Когда детям интересно и увлекательно, они разговаривают на нем и хотят разговаривать. То есть, и, конечно, важно мотивацию создавать. Мотивацию внутреннюю, внешнюю.
И тогда им хочется говорить на этом языке. У них получается, им еще больше хочется. То есть вы придаете им такое вдохновение. Да. Любовь к языку. Я сама очень люблю свой родной язык. Я с удовольствием на нем разговариваю. У меня вся семья разговаривает на мордовском языке. Вот эту любовь пытаюсь, стараюсь привить детям дошкольного возраста. Да, даже вот здесь вы находитесь, каждый в своем национальном костюме, и такое особое какое-то ощущение приятное, да, разнообразие этого мира, поделиться им, показать. И мне кажется, вот такая особенная атмосфера у вас и на конкурсе, из таких разных, разноцветных, пестрых элементов состоящая. Илья Владимирович, вот еще что хочу спросить. Вы сказали, что те материалы, которые подготовят конкурсанты, они станут общедоступными. И эти материалы, они доступны будут, ну как, по линии детских садов, как методички распространяться, или каким образом? Ну, во-первых, могу сказать, что все конкурсные испытания у нас транслируются в прямом эфире на официальной страничке нашего конкурса в социальной сети ВКонтакте и на официальном сайте нашего конкурса. Поэтому после завершения трансляции материал мы не удаляем. И, в принципе, уже сейчас можно посмотреть и материалы первого заочного этапа. Кстати, сейчас идет конкурс за лучшую, самую интересную, креативную медиа-визитку. Это был заочный этап конкурса. Там коллеги собирают голоса, и по итогам будет приз зрительских симпатий. Обязательно мы подведем такие итоги тоже. Так что все эти материалы, они фактически в прямом эфире становятся доступны всем нашим коллегам. И по числу просмотров мы видим, что действительно очень большое, так сказать, внимание коллеги уделяют. Но вот вы говорили про атмосферу. Я тоже, извините, не могу не сказать, что атмосфера конкурса, конечно, у нас очень, очень добрая, очень благожелательная, но ее бы не было, если бы не потрясающая команда Министерства образования и науки Республики Северная Осетия Алания, забота правительства республики и наших уважаемых дорогих коллег из детского садика номер 107 «Суадон», который нас гостеприимно принимает. Действительно, я абсолютно уверен, что все участники и все организаторы, которые приехали на этот конкурс, покинут Северную Осетию с большим добрым, теплым чувством и с чувством, прежде всего, благодарности за очень теплый, радушный прием. Так что спасибо большое. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить весь осетинский народ за такое радушие. А я благодарю вас за участие в нашем эфире и за вашу работу. Желаю вам ей больших-больших успехов. И за ту вот атмосферу, которую вы в том числе принесли сюда, в нашу студию. Спасибо. Спасибо вам. Наш эфир подходит к концу. Благодарю за внимание и до встречи в эфире.